У Брыскай вобласці чарговая акцыя Дзяржаўтаінспекцыі асабліва актуальна. Рэгіён транзітны. Толькі па трасе М1 у суткі праходзяць тысячы вялікагрузных фур і іншых відаў транзітнага транспарту. З іх удзелам з пачатку года на тэрыторыі вобласці зарэгістравана 20 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 9 чалавек загінулі, 23 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Еще на слуху у всех ДТП, которое произошло на территории Барановичского района, в результате которого погибли 3 человека. Дорожная авария произошла 26 сентября на автодороге Р-99, когда водитель автомобиля Audi A6 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем МАН. В результате этого происшествия, к сожалению, погибли 3 человека. Это водитель и пассажиры автомобиля Audi. 4 октября на территории Кобринского района, в деревне Читьки, происходит дорожная авария, в результате которой погибают оба водителя. Водитель автомобиля Audi выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с автомобилем Fiat. В результате итог – 2 смерти на дороге. У размовах супрацоўнікаў ДАІ з удзельнікамі дарожнага руху ёсць канкрэтны алгарытм іх паводзін на праезнай шассы, але статыстыка ДТЗ пакідае шмат пытанняў. Нужна большая внимательность. А ты выезжаешь и думаешь, обгонишь, а тут не выходит. Вот что получается аварии. Показываю левый поворот, и что ты меня не обгоняй, потому что ты не успеешь меня обогнать. Но есть некоторые, что они не видят этот поворот и не понимают, что ты показываешь поворот. Я считаю, что в первую очередь это невнимательность, отвлекаются от дороги, ну и техническое состояние автомобиля. Профілактычныя размовы і раздача памятак і флікераў былі часткай работы супрацоўнікаў ДАІ падчас правядзення акцыі. Каждый водитель транспортного средства при выезде на полосу встречного движения, при осуществлении любого маневра на дороге должен быть предельно внимательным и сконцентрированным. Необходимо рассчитать безопасную дистанцию до приближающегося по встречной полосе транспортного средства. Необходимо выбирать безопасную скорость движения и, конечно же, учитывать характеристики как своего транспортного средства, так и дорожного покрытия. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».